Нам хотелось рассказать казахстанцам про украинский опыт. Потому что сейчас, вот буквально 16 декабря в Казахстане в прокате появился фильм «Аватар. Путь воды». И это третий фильм за всю историю независимости, который был переведен на казахский язык с дубляжом, имеется в виду полноценным, многоголосым и так далее и тому подобное. И как это ни удивительно, появление этого фильма в прокате, оно стало поводом для дискуссий, полемики. Потому что причиной дискуссии стала политика кинотеатров, особенно крупных сетевых, которые начали ставить сеанс с казахскоязычным дубляжом на 9 часов утра, на 11 часов утра. Ну, то есть вот один раз в день. А все остальное, опять-таки, на русском языке, вот, русскоязычная озвучка. Когда я ехал, у нас фиксер здесь есть, украинец местный, и мы так говорим о том, о сём, и вот я упоминаю про этот случай, он говорит, ужас, говорит, как так? Я говорю, ну вот так вот. А у вас как? Он говорит, а я не помню, когда последний раз в Украине в кинотеатре был на русскоязычном сеансе, говорит, у нас все на украинском языке. Совершенно верно. Вот, поэтому мы хотели у вас спросить, вы не могли бы рассказать, как происходил этот процесс в Украине, если вы застали этот процесс и вот как видели? Безусловно. Ну, в Украине, вы видите, в связи с определенными там, спецификой есть нюансы. И, может быть, не очень смешная шутка была по этому поводу, как мы все перешли на украинский язык. Все, то есть не только кинотеатры. Мы заснули вечером 23 февраля, а прокинулось уже утром 24 лютого. То есть для нас это важный такой переходный момент был. На самом деле было предпринято достаточно много действий для того, чтобы потихоньку, постепенно приучать наших посетителей к тому, что надо смотреть на украинском языке фильмы. Причем это происходило абсолютно ненасильственным характером, ненасильственным путем. Самый простой вариант, который был реализован и дал максимальную эффективность для того, чтобы мы получили там максимальный эффект как раз с точки зрения перевода всех фильмов, всего контента на украинский язык, было принятие налогового кодекса. И в этом кодексе, который был принят в 2011 году, вот, я от Украинского союза промышленников-предпринимателей, как член правления, принимал участие в разработке этого кодекса. И там была очень важная статья относительно того, что для фильмов, которые дублирован на украинский язык, применяется нулевая ставка налога на добавленную стоимость. То есть использовался метод стимула. И, соответственно, как только появился этот метод стимула, все прокатчики массово начали переводить и требовать от дистрибьюторов предоставления фильмов на украинском языке. Безусловно, есть фильмы, которые мейджоровские, крупные, серьезные релизы, есть национальное кино. Но и до 2015 года у нас присутствовали фильмы, которые там предоставлялись Российской Федерации. В 2014 году, вы знаете, там было нападение, вторжение на территорию Украины. В 2014 году очень резко негативная реакция была к любому российскому контенту. Вот. И фактически с 2015 года прокатчики не берут и даже не завозят на территорию Украины фильмы производства России. То есть есть фильмы, которые там смешанные там, с Sony Pictures, они там позиционируются как американские фильмы, мы понимаем, что не снимаются там, в там, коллаборации некоторые с российскими там, студиями. Вот. Но они опять-таки позиционировались как американские фильмы, как компании там, фильмы Sony Pictures, и они ушли на украинском языке. То есть, соответственно, на самом деле, если это делать не насильственно, а методом стимулирования, то, поверьте, достаточно большое количество людей даже не заметит этого перехода. Да, был определенный момент, может быть, там 2-3 года, когда там люди более старого поколения, которые, ну, если они всю жизнь были русскоязычными, они с трудом адаптируются к этим вещам. Но, опять-таки, ты погружаешься в языковую среду, и достаточно вот эти сильные, эффективные меры с точки зрения перевода контента, плавного, планомерного перевода контента на украинский язык привели к тому, что сейчас люди даже не замечают. То есть фактически практически все украинцы являются билингвами. Один говорит по-украински, второй его прекрасно понимает, говорит по-русски, тот его тоже прекрасно понимает. Вот. Если есть возможность
Вот с момента вот нападения 24 февраля многие мои знакомые, друзья просто категорически отказываются использовать русский язык в принципе. Вот. Ну, Даже в быту. даже в быту. Вот именно в бытовом, ну, то есть люди, которые там всю жизнь прожили, допустим, в Мариуполе, вот, они говорят, я из принципиальных соображений говорю только На украинском. размовляю украинскую мову. И все. То есть, соответственно, это позиция определенная. И, безусловно, вот эта культурная какая-то среда, она нашла очень сильное, произошло очень сильное изменение, особенно вот с 24 февраля. Александр, а я правильно понимаю, что вот с 2015 года, когда вот, ну, полностью киноиндустрия перешла на украинскую мову, что это еще... и- Перешли фактически с 2011, но в 2015 еще были какие-то релизы, появлялись релизы на русском языке. Но фактически с 2015 года просто перестали брать вообще фильмы, которые выходят на русском языке. А вот тогда с 2011 года, хорошо, что вы меня поправили. Я правильно понимаю, что с 2011 года это еще и повлекло за собой стимулирование сопутствующих сфер бизнеса, ну, таких отраслей бизнеса, как, допустим, дубляж тот же самый. Я же правильно понимаю, это в Украине происходит все да, это? да. Ну, смотрите, дубляж, безусловно, происходит здесь, но по большим релизам, крупным релизам, происходит следующая ситуация, что вот этот материалы, которые здесь были переведены, они направляются уже там в штаб-квартиры, которые соответствуют, там, скорее всего, в Лондоне. И там уже делается сведение там, для того, чтобы фактически записывалось уже DCP. Но все студии эти задействованы, и они работают здесь, на территории Украины, то есть подбираются украинские актеры, то есть и здесь этот момент присутствует, плюс рекламные, безусловно, компании, которые все это осуществляют, плюс дистрибьюторские компании, которые являются представителями правообладателей здесь, на территории Украины. И, соответственно, вот все они крайне заинтересованы в том, чтобы этот контент проходил именно будучи переведенным на национальном языке, соответственно, не облагался ставкой налога на добавленную стоимость. Вот. Потому что фактически это дал очень большой скачок для развития всего бизнеса, потому что фактически 20% от стоимости билета мы снова начали, мы смогли использовать для развития сети, для развития кинотеатров. Тем более, что мы проходили как раз технологический скачок, уход от пленки. Это было как раз там в 2014 году, когда все дистрибьюторы сказали, ребята, с завтрашнего дня мы не работаем дальше с пленкой, мы работаем только с цифрой. Пожалуйста, ваши кинотеатры должны быть готовы работать на цифровых носителях. Вот. И, безусловно, этот дополнительный заработок, который все получили, была возможность его использовать на развитие, на переход и на внедрение самых новых технологий. Вот как интересно, вы рассказываете и показываете, что был эффект и для бизнеса, позитивный эффект имеется в виду. А у нас как раз таки вот эта ситуация с «Аватаром», она выявила, ну, не то что выявила, во всяком случае, кинопрокатчики, владельцы кинотеатров, они говорят о том, что как раз-таки, если они будут ставить чаще сеансы на казахском языке, что будет меньше людей, и мы меньше будем зарабатывать и так далее. Вот они это рассматривают как некую такую вот негативную такую тенденцию, реакцию. Смотрите, я, честно говоря, к своему стыду никогда не был в Казахстане, хотя очень наслышан от своих друзей, знакомых, которые были в этой прекрасной стране. Но я думаю, что в связи с определенными тоже культурными там, особенностями, скорее всего, и казахи тоже билингвы, и тоже прекрасно понимают там, и русский язык, и казахский язык. И да, на начальном этапе, может быть, несколько месяцев возникнет некий там, ну, может быть, неполный комфорт, если ты полностью переходишь на этот язык. Но поверьте, если даже будут внедрены все эти процедуры с точки зрения как раз стимулирования, то не мгновенно это произойдет, потому что точно так же у вас есть держатели, правообладатели, дистрибьюторы, которые тоже не одномоментно смогут это сделать. Не со всеми студиями удастся договориться сразу относительно там, решения этого вопроса. Плюс возникнет вопрос, безусловно, о наличии своих студий озвучки, их квалификации, их подготовки и наличия оборудования. То есть в любом случае это будет какой-то там плавный переход. Но если вы сразу говорите, ну, вы понимаете, любые стимулы могут быть двух видов. Там, метод кнута и пряника, их никто не отменял.
Вот если одним кнутом действовать, это неэффективно на самом деле. И это в любом случае показывает, потому что кинопрокатчики найдут, как там решить вопрос относительно того, что, вот, допустим, фильмы на украинском языке должны быть не менее там, 20% или 30% от общего, допустим, как для кино, времени показа. Ну, что они делают? Они ставят на 9 утра, они ставят на 11 ночи, да, там, когда людей там будет по минимуму в любом случае. Вот. И будут ставить это дело все там понедельник, вторник, среда. Ну, мы прекрасно понимаем, что есть определенные возможности, определенные там маневры для реализации этих вещей. Но если вы сделаете стимулирующие факторы, либо же и тот, и другой, вот это будет максимально комбинированный, максимально эффективный. У нас нечто похожее происходило уже с украинским кино. Потому что есть мейджоровские проекты, безусловно, сильные, и на которых зарабатываются основные денежные массы. И есть украинское кино, которое тоже необходимо продвигать, которое тоже необходимо популяризировать, для того, чтобы даже просто у самих производителей, тех, кто занимается производством фильмов, был навык, был опыт работы, и они смогли делать нормальный, качественный продукт. Потому что так получается, что в любом случае сначала это будут первые какие-то шаги, может быть там удачные, не очень удачные эксперименты. Но потом это становится, когда уже становится определенной практикой, есть определенное понимание, как это должно происходить, как это должно сопровождаться с точки зрения и пиар-компании, и с точки зрения продвижения, создания у населения максимальной заинтересованности и ожидания выхода. Я очень ждал, когда выйдет там «Скаженное веселье», это «Сумасшедшая свадьба». Это украинский, чисто украинский проект, их вышло три фильма, и это действительно был разрыв какой-то шаблона, и это безумно смешно, и действительно здорово. Делалось абсолютно украинцами для того, чтобы и они, постепенно набирая опыт в реализации этого проекта, получили действительно сумасшедший результат. Вот, поэтому на определенная ситуация, как и у вас, была, когда есть требования относительно того, что там какой-то процент, там 25% фильмов должно показываться национальных фильмов от общего времени трансляции. По факту этот параметр не выполняется просто потому, что даже фильмов столько нет необходимого количества. Но тоже мы понимали, что либо же размещать условно там «Аватар», либо же выпускать какой-то фильм, который запущен там украинскими производителями, мы понимаем, где мы больше все-таки заработаем денег, даже сейчас. Постепенно эта ситуация меняется, постепенно повышается качество украинского продукта, и мы к этому тоже идем. Потому что, допустим, когда мы смотрим на ситуацию там, в той же там, Франции, в том же Италии, там доля национального продукта составляет от 50 там, до 70%. То есть там есть уже традиция, восстановлена эта как раз отрасль производства фильмов, и есть огромная заинтересованность как раз в национальном продукте. И там доля вот этих самых блокбастеров совсем другая. У нас, да, мы понимаем, что в любом случае мы зарабатываем за счет работы с западным кино, с производством основных мейджоров. Понял. Я обратил внимание еще на такую штуку, особенность украинского кинематографического рынка. Это было, если не ошибаюсь, сериал Netflixский, кажется, «Ход королевы» выходил. А так как он выходил на сервисе Netflix, то, соответственно, большинство людей смотрело его на пиратских каких-то сайтах. Там HD резко там, и так далее и тому подобное. И я помню, что каждая серия, дубляж сначала первым появлялся дубляж на украинском языке. И только потом появлялся, ну то есть быстрее работала вот эта структура в Украине по переводу дубляжа, чем в России, который... Ну, скорее всего, контент дается одновременно, просто у нас более мотивированный может быть персонал. Ну, опять-таки, постепенно приходит и качество, и постепенно приходит, ну, скажем так, автоматизм тех или иных действий, соответственно, ускоряется процесс самой этой отработки. Я честно скажу, смотрел несколько фильмов и в русском, и в украинском. Вот если ты посмотрел фильм в украинском варианте, ты потом русский не можешь смотреть. Потому что настолько удачно, особенно это касается там, наших там, крупных дистрибьюторов, настолько удачно осуществлен перевод и настолько подобраны актеры, и ты потом смотришь, и оно на русском, и оно пресное, оно невкусное. А вот там вот тут как раз вот эта национальная изюминка, оно вот
это огромное мастерство, и это огромный поклон и благодарность нашим как раз артистам, которые осуществляли перевод и, собственно, адаптацию этого фильма там, для украинского языка. Потому что это вот сокровище, секреты домашних животных. И вот ты его смотришь там, и это две огромные разницы, как говорят в Одессе. И надо будет посмотреть, сравнить. Потому что вчера наш фиксер, он тоже мне когда рассказывал, делился своим мнением, и он сказал, что он с удовольствием смотрит на украинском языке, в украинском дубляже, потому что он говорит, я в какой-то момент обратил внимание, что адаптация на русском языке – это абсолютно какие-то плоские шутки, либо неадекватно переведенные шутки бывают, либо бывает, что просто название, даже название картины в русском прокате он говорит, Они сильно отличаются, да. И он говорит, это две большие разницы, говорит, тоже он рассказывал про это. Спасибо большое, Александр, что уделили время. Очень было интересно с вами поговорить вот на эту тему. Ну, на самом деле, если вы используете как раз метод стимула, поверьте, вы буквально там через год, через два, без общего падения бокс-офиса, без общего падения выторга, вы все равно получите спокойную адаптацию и перевод как раз на национальный язык. И поверьте, мы сейчас находимся в той ситуации, когда мы понимаем, что мы сделали все очень правильно. И с точки зрения понимания культурологических отличий нас и россиян. Я этнически русский. Мои родители там родом с Урала. Вот. Но они приехали сюда там, в 70-х годах, приехали в Мариуполь, они жили здесь, они адаптировались, я вырос и родился здесь. И я себя, несмотря на то, что я этнически русский, по нации я украинец. И я ощущаю гордость за это. И поверьте, каждый человек, который будет находиться в такой же ситуации, когда есть внешний некоторая там структура, которая создает проблемы для всех остальных своих соседей, вот, и ведет себя абсолютно неадекватно, и вы будете чувствовать гордость за то, что вы не относитесь к ним. И поэтому украинский сейчас массово учат даже те, кто абсолютно его не знал. В меру возможностей тоже перехожу на украинский язык, тем более приходится ездить по всей стране, и ты понимаешь, что сейчас язык национального общения, межнационального общения у нас – это украинский язык. Супер.